и нас от рабства искупил. Аллилуйя. Бессильный свет изнома пред тем, кто встал из гроба, такая тьме в лучах весны, такая сила сатаны. Аллилуйя. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Господь с вами. Итак, братья и сестры, сегодня мы празднуем святого Матфея, апостол. Вы знаете, что это святой Матфей был. Это апостол, кто они выбрали после вознесения Иисуса, чтобы они будут еще раз 12, потому что потерялся Иуда Искариот. И поэтому сегодня мы празднуем его. Он тоже умер как мученик, как почти всех апостолов, поэтому тоже красный сегодня. И сейчас, когда мы начинаем служить это святая месса, еще раз мы помним наши грехи, и мы просим Бога Его прощения. Исповедую Богу Всемогущему и вам, братья и сестры, что я много согрешил мыслью, словом, делом и несовершением добра, по моей вине, по моей величайшей вине. Поэтому прошу блаженную Преснодеву Марию, всех ангелов и святых, и вас, братья и сестры, молиться обо мне Господу Богу нашему. Да помилует нас всемогущий Бог и простив грехи наши, да приведет нас к жизни вечной. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Христе, помилуй, Христе, помилуй, Христе, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Помолимся. Боже, Ты причислил святого Матфея к собору апостолов. По его заступничеству даруй нам, радуйся сопричастию любви Твоей, удостоиться войти в число избранных Твоих. Через Господа нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, который с Тобою живет и царствует в единстве Святого Духа, Бог во веки веков. Чтение Деяний святых апостолов. В те дни Петр, став посреди учеников, сказал: «Было же собрание человек около 112. Мужи, братья, надлежало исполниться тому, что в Писании предрек Дух Святый устами Давида об Иуде, бывшем вожде тех, которые взяли Иисуса. Он был запричислен к нам и получил жребий служения сего. В книге же псалмов написано:
да будет двор его пуст, и да не будет живущего в нем, и достоинство его да примет другой. И так надобно, чтобы один из тех, которые находились с нами во все время, когда пребывали и обращался с нами Господь Иисус, начиная от крещения Иоаннова до того дня, в который Он вознесся от нас, был вместе с нами свидетелем воскресения Его. И доставили двоих, Иосифа, называемого Варсавою, который прозван Иустом, и Матфия, и помолились и сказали: Ты, Господи, сердец ведец всех, покажи из сих двоих одного, которого Ты избрал принять жребий с его служения и апостольства, от которого отпал Иуда, чтобы идти в свое место. И просили от них жребий, и выпал жребий Матфею, и он сопричислен к 11 апостолам. Слово Божье. Благодарение Богу. Посадил его Господь с князами народа его. Посадил его Господь с князами народа его. Хвалите, раби Господни, хвалите имя Господне. Да будет имя Господне благословенно отныне и вовек. Посадил его Господь с князами народа его. От восхода солнца до запада да будет прославляемое имя Господне. Высок над всеми народами Господь, над небесными слава Его. Посадил его Господь с князами народа его. Кто, как Господь Бог наш, который, обитая на высоте, преклоняется, чтобы презирать на небо и на землю. Посадил его Господь с князами народа его. Из праха поднимает бедного, из брения возвещает нищего, чтобы посадить его с князьями народа его. Посадил его Господь с князьями народа его. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Я вас избрал, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, говорил Господь. Господь с вами. Чтение Святого Евангелия от Иоанна. В то время Иисус сказал своим ученикам: «Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас. Пребудьте в любви моей. Если заповеди мои соблюдаете, пребудете в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в Его любви.
Сие сказал я вам, да радость моя в вас прибудет, в радость ваша будет совершенней. Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я вас любил вас. Нет больше так любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его. Но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца моего. И вы меня избрали. Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал. Дабы чего не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам. Сие заповедаю вам, да любите друг друга. Слово Господне. Эта история для Святой Матфея, это прямо единствие. Силу истории церкви не было никогда что-то похожее, что они так избрали новый апостол. Ну хорошо, мы уже знаем, кто апостолов сегодняшнего дня, кто имеет места для апостолов. Епископы. Не сегодня больше, чем 12. У православных они хотят, и они попробуют, и разные православные церкви, не только русские, они хотят сказать, что патриарх их будет за места за один из этих 12, но это тоже не совсем возможно быть, потому что первый есть больше патриархов, чем апостолов было, и тоже потому что где они сказали, что да, это наш апостол был для нас, и поэтому мы епархи, мы имеем патриарха. Это тоже не по истории всегда фактично. И тоже еще раз не может быть, потому что был всего 12 апостолов. Поэтому несколько из этих патриархов не может сказать, что они держатся прямо на этого. Поэтому мы скажем епископы. Но все равно они чувствовали, как эта обязанность имеет 12. Потому что, да, вы знаете, что есть 12, колен Израиль. И поэтому был всегда эта идея, что будет тоже 12 тронов, где будут сидеть 12 апостолов, и они будут там сидеть на судья, написано на Библии. Но какие судья? Это так красиво. Это Евангелие. Я думаю, что каждый из нас радуется каждый раз, когда мы слышим это Евангелие. И, не знаю, это до сих пор не полностью и совершенно не знаю это на русском. Но это один из этих, что мы так часто слышим, что должно быть, что мы все это учим только. Как man auswendig? Наизусть. Потому что это один из этих мест, что мы, как христиане, должно быть, что мы можем это только сказать. Потому что здесь написано, что Иисус желает от меня. Да любите друг друга, как я вас любил. Это самая главная заповедь, что Иисус нам дал. Уже была эта заповедь, любите Бога со всем сердцем, всем душой и так далее. Но это Иисус сказал. Любите друг друга, как я вас любил. Это заповедь Его. И потом Он скажет, да, если вы делаете это, тогда вы, правда, друзьями моими, вы любите меня, если вы это делаете. И как возлюбил меня Отец, так я возлюбил вас. Пребудете в любви моей. В общем, берите время, кто будет это потом послышать, берите время. Это Иоанн 15, 9-17. Евангелие Иоанна. 15, 9-17. И
берите время, молитесь ваши розарии, берите это чтение и медленно почитайте. Первый, как возлюбил меня Отец, я возлюбил вас. Пребудете в любви моей. И молитесь, и размышляйте чуть-чуть. И потом дальше. Если заповеди мои соблюдаете, пребудете в любви моей, как я соблюду заповедь Отца моего и пребываю в его любви. И размышляйте. Это так полный, так драгоценного. Поэтому это тоже красиво, что они выбрали это на день, когда мы празднуем апостолов, потому что это были их дела. Проповедовать нам, что они слышали для Иисуса. И поэтому, когда они выбрали Матфея, они посмотрели, что должно быть человек, кто был до самого начала, уже для крещения Иисуса в Иордане. До самого начала был с ними. И тоже, кто всегда остался с Иисусом. Мы знаем, мы от этого говорили много раз, что когда Иисус был в Кафарнаум и начал говорить, что я даю вам тело мое, чтобы кушать меня, почти всех оставил ему. Тогда кто должен быть как апостол, должно быть, кто тоже там содержался, кто не побежал от Иисуса. И в конце концов был всего 2 человека. Барсавию и Матфей. И так, они только так тирали. Это так тоже... Мне понравится, потому что это так, как дети. Хорошо, кто из нас должен посуду помыть сегодня? Нет. Хорошо, кто из нас будет апостол? Нет. Но мне понравится, потому что они поставили тоже это даже на руки Божьи. Не на шанс, как мы были думать, но они поставили, чтобы Бог покажет Его волю через это. Хорошо, Матфей и не Варсавий. Хорошо. Но это тоже красиво, потому что это еще раз, они имели такое отношение с Иисусом, что они, может, тоже так относятся. Хорошо, Иисус, ты хочешь, что мы будем 12? Хорошо, выбирай ты. Ты не здесь? Хорошо, мы будем так делать. И покажи нам. Но еще раз, это живого отношения. Поэтому Иисус говорит, я уже не называю вас рабами. Потому что раньше мы были рабами. Мы должны служить Богу. Но Иисус избрал этих и дал им тоже это особенное, дал возможность быть Его друзьями. И Он дает тоже и нас такая же. Он дает нам эту возможность, что тоже и мы можем называть себя друзьями Иисуса. Ну, если мы это желаем, нужно тоже исполнять волю Его. Но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца моего. Не меня избрали. Еще раз подумайте. Читайте, молитесь, подумайте, размышляйте. Не вы меня избрали, а я вас избрал. Я здесь Господин. Поэтому слышите меня, делайте. Но тоже это не что-то негативное, это тоже что-то позитивное. Потому что Он скажет, любите, как я вас люблю. Это что-то активное, позитивное и красивое. И когда мы готовы любить правда, как Иисус любит, тогда мы будем больше свободны. Мы будем иметь больше радость, тоже мы. И потом мы можем быть больше готовы дать нашу жизнь полностью от Иисуса, как жертва из любовь. Как делал тоже святой Матфей потом. Он умер как мученик. Ну, не обязательно и так, но мы можем дать нашу жизнь даже до этого. Через тем, что я готов прямо искать Ему и жить мою жизнь для Ему. Чтобы Он будет на середине в жизнь моя и цель жизнь моя. И мы, правда, мы просим святой Матфея, что Он тоже и нас помогает на этого, что тоже и мы можем так жить. Аминь.
Молитесь, братья и сестры, чтобы моя и ваша жертва была угодна Богу Отцу Всемогущему. Господи, прими дары Церкви Твоей, с благоговением приноси мне в праздник Святого Матфея, и через них укрепи нас силою благодати Твоей, через Христа Господа нашего. Господь с вами. Ви сердца. Возблагодарим Господа Бога нашего. Воистину достойна и праведна, должна и спасительна, нам всегда и везде благодарить Тебя, Господи, Отче Святой, Всемогущий, Вечный Боже. Ты им, пастырь вечный, не оставляешь своего стада, но сохраняешь его постоянной защитой через святых апостолов, дабы оно управлялось и руководилось наместниками Сына Твоего, которых Ты поставил пастырями предстоять стаду Твоему. Поэтому с ангелами и архангелами, с престолами и господствами, и со всеми небесными воинствами мы песен славы Твоей воспеваем, непрестанно взывая. Свят, свят, Господь Бог Саваоф, Пани небеса и земля славы Твоей. Осанна вышний, благословен, грядущий во имя Господне, Осанна вышний. Воистину святый Господи, источник всякой святости. Поэтому просим, освети эти дары Духом Твоим, подобно росе нисходящим, дабы они стали для нас телом и кровью Господа нашего Иисуса Христа. Он же, добровольно предавая себя на страдание, взял хлеб и Тебе вознося благодарение, преломил и подал ученикам своим, говоря: примите и вкусите от него все, ибо это есть тело мое, которое за вас будет предано. Подобным образом постной вечери, взяв также чашу и вновь вознося Тебе благодарение, Он подал ученикам своим, говоря: примите и пейте из нее все, ибо это есть чаша крови моей, нового и вечного завета, которая за вас и за многих прольется во отпущение грехов. Это совершайте в память обо мне. Тайна веры. Поэтому, вспоминая смерть и воскресение Его, Тебе, Господи, приносим хлеб жизни и чашу спасения,
и благодарим Тебя, ибо Ты удостоил нас стоять пред Тобою и служить Тебе. И смиренно молим, чтобы, причащая с тела и крови Христа, мы были собраны Духом Святым воедино. Помни, Господи, о Церкви Твоей, распространенной по всей земле, и соделай ее совершенной в любви, вместе с Папой нашим Франциском и епископом нашим Аденью и всем духовенством. Помяни также братьев и сестер наших, усопших в надежде воскресения, и всех почивших в Твоем милосердии, и допусти их в свет лица Твоего. Просим, помилуй нас всех, дабы вместе с блаженной Богородицей Девой Марией, блаженным Иосифом ее обручником, блаженными апостолами и всеми святыми, от века Тебе угодившими, мы удостоились быть участниками вечной жизни, и Тебя восхваляли и прославляли через Сына Твоего, Иисуса Христа. Через Него и с Ним и в Нем, Тебе, Богу Отцу Всемогущему, в единстве Духа Святого, всякая честь и слава во все веки веков. Аминь. Спасительными заповедями вдохновленные и божественным наставлением на учение дерзаем говорит: Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небе, так и на земле. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Избавь нас, просим Тебя, Господи, от всякого зла. Даруй милостиво мир во дни наши, дабы укрепленные силою милосердия Твоего мы были всегда свободны от греха и ограждены от всякого смятения, ожидая блаженного упования пришествия Спасителя нашего Иисуса Христа. Ибо Твое есть царство и сила и слава. Господи Иисусе Христе, Ты сказал апостолам Своим: «Мир оставляю вам, мир мой даю вам. Не взирай на грехи наши, но на веру Церкви Твоей, и по воле Твоей благоволил умирить и объединить ее, Ты живущий и царствующий во веки веков». Мир Господа будет всегда с вами. Дайте друг другу мир. Агнец Божий, вот Агнец Божий, вот отъемлющий грехи мира, блаженный звание на вечеру Агнца. Господи, я недостоин, чтобы Ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и исцелится душа моя.
Помолимся. Господи, непрестанно наполняй божественными дарами семью Твою и по заступничеству святого Матфея благоволи сопричислить к лику святых Твоих во свете. Через Христа Господа нашего. Матерь, Тебе принадлежу отныне и навеки. С Тобою и через Тебя я хочу навсегда принадлежать Господу нашему Иисусу Христу. Господь с вами. Да благословит вас всемогущий Бог, Отец и Сын и Дух Святой. Идите, месса совершилась. Царица неба, аллилуйя, qui достойна станция того, аллилуйя, кто воскрес, как предсказал, аллилуйя, Бога моли о нас, аллилуйя. Regina Celi letare,